Лед-то небольшой вообще. Сколько тут глубина, самое интересное. Глубина, глубиночка. Щурогайка здесь может пошибать. Почему бы нет? Почему бы нет? Нет, нет. Почему бы и нет? Нормал. Раз, два, три. То, что нужно, то, что доктор прописал. Сорожка. Красота. Бойкая. Мелкая. Самое то. Ну вот как-то так. Что-то, ребят. Вот это ершара, ребята. В ямке ерш. Здоровый, блин. Хрена себе. Ёрш это хорошо, значит налим может здесь ходит. Главное днем, блин, хапнул. Что мне с тобой делать? Пускай полежит. Бубенчики надо одеть. Блин, там хорошо, а вот тут ветер. Ёрш, ёрш, ёрш. Рыба ёрш, рыба ёрш. Наглая. Здесь я там живцов кинул, мертвых. Где-то он здесь. И тут как тут уже. И с той стороны тоже на ерша, ребят, пошли. Вон ерш лежит. Сейчас, наверное, кто-то успеет хапануть. Боятся. Как они чувствуют? Улетели. Боятся. Правильно делают. Ну вот. Блин, здесь хорошо, ребят. Ветра нету. Но с той стороны есть ветер, здесь нету. 11 утра. Дня точнее. Так. Ну, чайку попьем, надо тряхануть комбайна. Скорее всего, грязь. Может, ерши сидят. Вороны, блин. Тут как тут. Только уедь. Только уедь, ребят. Уже все. Прилетели. Ну да, что, в лесу ничего не пропадает.
как говорится. Ну, 7 штучек бросил там. Там остров. Ну, понравилось. Не знаю, может, еще рогайки будут ходить. Но вот эти конкретно на налима, ребят. Прямо на налима. Глубина небольшая, асфальтчик. Вдоль бережка. Посмотрим. Чаек хорошо. Чаечек это хорошо. О, клюет, ребят. Клюет. Середина. Середина клюет, да. Пошли работать. Вон, ребят. Кто-то клюет. Хе-хе. Посмотрим. Трава. Без этого никуда. Опа, ни хрена себе. Ребята, вот это питон. Смотрите, какая сорога. Охренеть. Вот это сорогина. О, блин, все объедено. Она рыбачит, ребята. Объедено. Сейчас пройдемся, посмотрим. Так, середина, да, получается? Хапнула. Воронье ругается. Блин, такую сорожку я половил. С удовольствием. Чего бы и нет, да? Не знаю, сколько грамм, ребят. Грамм 250-300, наверное. Такая сороженция. Ну ладно. Радует. Хоть днем, может, что поклюет. Блин. Почти сапог, ребята. Ху-ху-ху. Так, стоять. Еще один, ребята. Ну, какие они тут здоровые, блин. Охренеть. Ерши там, блин. Не жилец уже. Ёршики, ерши. Ладно. О, какой батон, ребята. Блин. Рука у меня не маленькая, поверьте. Ну, блин, нету безмена с собой. Такая красавица. О. Блин, таких бы походили, половить бы было шикарно. На Волге как-то был я. На фидер ловили такую сорогу, еще крупнее. Тоже приятно, блин. Не, на севере-то у нас дальше, ребят, на озерах и покрупнее есть. Они даже на балансир ловятся. Так, ну что. Первая рыбка, которая в зачет идет. Посмотрим. Может, что, выйдет еще. Вот середочка взяла. Там в яме ерши. Вот на середочке. Может, езек какой-нибудь, ребят, голавль залетит. Постоим, что? Погода класс.
Костерок, ребята, блин. Красота. А тут вон что-то дровина торчала. Я как раз жерлиц ездил ставить. Думаю, о, самое то. А то что-то горелка, блин. Костер-то, ребята, это же с дымком. У меня сегодня блины с творогом. Красота. Так, перекушу. Чаечком нормально. Что-то я так подумал, ребят. Я здесь возле деревни, получается, где Леха живет. Лехе позвонил. Леха дома. Ездил в райцентр, получается. Ну, так буду называть своими именами. Деревней много, а райцентр это один. Это там, где можно купить топливо, где есть больница, где есть там, ну, полиция и так далее, короче. Где можно снять деньги какие-то. Сбербанк там, допустим. Ну и все в этом духе. И, говорит, приеду домой вечером. Че, я, наверное, к нему в гости, ребят, съезжу. Навещу Леху. Посидим, пообщаемся. Возможно, даже переночую. Так что такие дела. Тут как раз, что мне подняться на обрыв. Только не знаю, где подняться. И еще ходом пошел. И как раз в деревню я выскочу. Так что проведем время, ребята. Путешествие. Красота. Да ладно, не буду чавкать, а то постоянно пишут. Хорош чавкать. Вкусно, потому что, ребята. Ой, на ветру лицо страдает, конечно. Все скукожило. Вообще жесть. Домой приезжаешь, просто лицо тянет аж. Супругу нет-нет, прошу, эти маски делает. Я говорю, ну-ка наложи мне что-нибудь. Ну, потому что труба, ребята, еще обгорает и на солнце, и на ветру. Руки вон тоже. Весна это всегда такая тема была. Ох, ребятки, кайфы просто. О, весна вот это, да. Еще сегодня солнышка не хватает. Ну, хорошо, что дождя нету, так дождь обещали. Прям так пригрелся, ребята, прям спать хочу. Сегодня не выспался вообще ни хрена. Еле встал, вообще труба. Просто сегодня бы, наверное, спал целый день. Сейчас вот сижу, вот так поел. Тут ветра практически нету. Верховой закрывает. Тепло. Ну что ты кружишь-то? И так кумарит просто. Еще на кресле. Вообще жесть. О, кайф, блин. Костер, конечно, не хватает. Зимой редко делаешь. Сейчас скоро налим, ребят, начнется весенний. Костры будем жечь. Ладно, что? Поехали на реку. Ну, на ту съездим, посмотрим жерлиц. Да, приедем, комбайны тряханем.
молчат. Ну да ладно. Так, ребят. Ну что, там молчат жерлицы. А сюда приехал, у меня здесь флаг стоит. Самый береговой, кстати. Вот только свал пошел, там сантиметров, ребят, 15 подо льда. Не бойтесь такую глубину, кстати. Вот многие вот, ну, говорят, что мелко. Не-не-не, ребят. 15 сантиметров хватает, чтобы 5-килограммовая щука ползала. Комбайны вроде не трясутся, но надо смотреть. Ладно, ну а пока пойдем смотреть сработку. Перехлёст, ребята. Перехлёст. Перехлёст — это плохо. Что это? Непонятно. Рыба или что? Помотала как будто даже немножко. Ладно, что? Чурагайка, наверное, мелкая. Вот и непонятно, ребята. Удар был. Вон. А кто это? Живая вроде. Пускай стоит. Налимчик, что ли? Раз, два. Вон глубина, ребят, смотрите какая. Видите? Первая сработка. Грязище. Грязище, грязище. Да все норм. В принципе. Все, ребята, норм. Прошелся что-то там где-то обеденно так. Грязь, не грязь. Подубрал, поднасадил. Ну, тишина, ребят, видите. Даже ерши не попали сейчас. Днем тишина. Ну, время обед, по идее, да. Обычно сейчас тишина везде, по идее. Так, время у нас 13 полвторого. Полчасика посижу, наверное. И поеду к Лехе. Пробью дорогу. Вот. У Лехи пообедаем. Потом к вечеру приеду, ребят. Пройдемся, посмотрим. Ну и может быть ночью еще съезжу. Тут напрямки, ребят, не особо много. Как бы. Да и в принципе, что там. Он практически не ест, ребят. Ну, соотношение там с снегоходом, там с бураном. Вот вообще это, наверное, один из самых больших плюсов мотобуксировщика, что расход, ребята, расход. На 10 литров можно прокатиться, ого-го. Полчасика посидим, ребят, и валим. Ну, сработка была. И непонятно, главное, зубов нету. Может окунь крупный. Может язь. Может налим. Да, ну ничего, скучная рыбалка, конечно. Ну, разведки, ребята. Разведки боем. Если долго мучиться, говорит, что-нибудь получится. Так что, дай бог, дай бог. Посмотрим, что вечер покажет.
Так, вещи, ребята, оставляю. Пока тишина у нас. Дел подняться, ребят, не знаю. Здесь придется как-то стартануть. Там потому что сильный обрыв. А там я не знаю. Но там я когда-то спускался зимой. Попробуем штурмануть. На изи. Подъемчик такой затяжной, ребят, большой. О, все, снег растаял. Начал валиться. Старая буранка даже есть. Валится, ребята. Тут грязь, блин. Так, воды тут нету хоть. К деревне подхожу, ребят, вон она уже. Какие-то овраги, блин. Какие-то овраги. Не проехать, не пройти, ё-моё, блин. Красота, малышка, работает. А, тропа есть, да? Амур, здорово. О! Прибыли. Здорово. Здорово, бегемот. Блин, снег все опустило, ребята. Валится. Ну ничего, прет. Бодряк, блин. Красота. Ну тут припарковался. Тут Леха за водой ходит. О, горбыль привезли. Пилить надо будет. Дрова. Вот такая, ребят, деревушка. Ну это не деревушка, это село. В 1384 году основано. Ладно, пойдем к Лехе. Пообедаем. Ну все, ребятки, у Лехи. Че, Леха заболел, блин? Приболел маленько. А где рыжий?
Красавец. 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 Ух, тепло, блин. Жара. Ох. Сколько градусов? Не видать. Что-то плохо у тебя видно, блин. А, вон вижу, что-то плюс 6, что ли. Ё-моё. Плюс 10. Плюс 10 даже, ну. Да, все, весна. Гречка. Да, иди, маленький. Может, здесь сами сидят. Там есть банка тут. Сегодня тоже Устапин был там, наверное. Я тоже там ходил, хуй. А ты ушел, блядь. А хуй, я, блядь, кашляю, я не могу, блядь. Кашляю, блядь, иду, я там сидел. Думаю, когда уже вышел. Потом. Фу, ребятки, ну что, а так чайку попили с Лехой. Леха делами занимается, в общем. Выходные, ну, сейчас работает, молодец. Красавчик. Кто в лесу работает, то тут у нас как ферма небольшая, ну, в этой деревне, там тоже как бы. Там, короче, молодец, в общем. Порядок, постирался, смотрю. Все вымыто, посуда вымыта. Молодец, в общем. Ну и так что-то. Горбыль привезли, надо говорит, что-то заниматься дровами. Пилу-то мы завозили ему, подтягивали. Ну, кто на канале, наверное, знает, кто такой Леха. А так это дружок у меня. Корешок. Вот. И как раз я недалеко стоял, думаю, что нет, навещу. Все, ребят. Буранки падают, снег тает. Тяжело уже куда-то сейчас заезжать. Ну, прям валишься. Снегом в этом году очень много. И проваливаешься, короче. Ну ничего, тундра, ребята, прет. Огонь. Она агрессивная, конечно. По сравнению с 600-кой, вот, да, она, возможно, уступает, ребят, в пухляк, но по агрессии, вот именно по маневренности, вот где-то вот скакать, куда-то вот так мотаться, она более шустрее. Все-таки база меньше. Вот. Как бы доволен, ребят. Я, кстати, продаю 600-ку. Выставил сейчас на днях буквально. Кому интересно, ребят, пишите в Телеграме, там, ВКонтакте, ссылки все в описании есть. Вот. Ну, отдаю полностью с кофрами, с сумками, с муфтами. Собачка у меня после, так сказать, капремонта. В прошлом году осенью я перебирал подвеску, полностью заменены все пружины, 12 катков заменено, подшипники, цепочки, звездочки. Вот. Ремень вариатора в прошлом году был менен, хотя в принципе он был нормальный. Просто у меня у знакомого порвался, я свой отстегнул, а у меня в запасе новый был, новый поставил, как бы так. Вот. Амур воет. В общем, ну, думал, что как бы будет 2 у меня в запасе, но, блин, в гараже, ребята, места очень много занимает, плюс-минус. Да и техника должна ходить, по идее. Так что, если кому интересно, ребята, обращайтесь. Ну, в принципе, я уже выставил, скорее всего, заберут, потому что, ну, техника, что, отличная. Сел да поехал, никаких у меня этих средств там, вложений не требуют. Вот. Буду двигаться на тундре. Жалко, конечно, сколько с ним я прошел, ну, как говорится, надо идти вперед. Такие дела. Леха натопил, как сумасшедший. Жара, блин, вообще. Время 3 дня. Сейчас до 6:30 уже светло, ребят. Вот. Часик еще, наверное, посижу. Да потом съезжу. Не знаю, что-то вот так я ходил, там какие-то овраги я поймал. Блин, надо дорогу как-то по-другому сделать. Что-то бегать там неохота. Сейчас попробую как-то выехать сразу за деревню и попробовать там через
пойму там проехать и на лед выскочить как бы. Лучше все это расстояние по льду проехать. Такие дела. Так что все нормально, что. А так сегодня, наверное, в Лехе заночую. Что-то я думаю. Так. Девчонки у меня там занимаются своими делами. Вот. А я как бы приехал в деревню, в свою. То бишь, получается, ребят, это 3-я деревня, грубо говоря, чтобы вы понимали. И, ну, думаю, что. Проведу, и ночью можно покататься будет. Посмотрим. Если дорогу сделаю здесь идеально, что, покатаюсь. Раза 2 скатаюсь. Такие дела, тепло. Хорошо, в общем. Ай, пальцы береги, ребята. Нормально, блин. Пальцы только пострадали, а так нормально. Ну что, еду на проверку. Петлял, короче. Вроде пробился. Ну, выше получается, но здесь хоть сейчас по льду можно спокойно идти до места. Так и не понял, как я проехал. Ночью, блин, тяжело будет по этим сучкам. Поехали. Нормальный прикол. Вообще нормальный прикол. Сразу, ребят, маханул на лесную речку. Ну, полная вымотка. 3 сработки, ребята. На таком пятачке. Подряд причем. Щучка пошла, зашевелилась здесь. На лесной речке-то. Нормально. Ладно, смотрим. Полная вымотка, ребята. Полная вымотка. Ну что, щучка, порадуешь? Щучка не порадует. Выплюнула, блин, зараза. Мотала, что не понравилось. Ничего себе. Такого у меня, ребят, впервые. Просто откусила голову нафиг. Тело, точнее, откусила. Это заявка серьезная. Ни хрена себе. Такого у меня никогда не было. Просто тупо голова одна. Может, конечно, это андатра или выдра. Не знаю. Там вообще жерлица валяется, ребят. С чашки прям выдавила. Охренеть.
Две подряд, ребята, вот тут стоит. Полная вымотка и прям с чашки выдрала. Ни хрена себе. И что за тут такое происходит? Ё-моё. Какой-то, ребят, непонятный зверь. Живца нахрен нету. Это что тут такое происходит? С двойника вырвать живца. Страшное дело. Зацепов нету. Такое ощущение, ребят, что это не щука нифига. Откусить и вырвать полностью. Не знаю. С чашки прям вырвать. Так, тут что у нас, ребят? Ну, 2 метра не домотала. Метра не домотала, потому что завела нафиг. Выдрал? Нет, не выдрал. Сейчас вроде выдрал. Нет, не выдрал. Выдрал. Что-то тащу, ребят, там капитальная нахрен. Блин, тащу там просто по каким-то... Непонятно вообще, что происходит. Жесть. Что происходит, непонятно. Да, вот дела. 3 сработки и какая-то чушь происходит. На двойниках причем. Офигеть. Интересно. Это что такое происходит, ребят? Первый раз такое вижу. Голова одна валяется на крючке. Это как надо было перекусить? Ну, не смотрю, что где-то норки были. Ну, эти ходы. Выдра, не выдра, допустим. Тут вроде как все чистенько. Голова, живца нету. И замотала. Ну, там, возможно, живец был, но я его выдрал вместе с травой просто. Охренеть. Ну вот, возможно, щука здесь, ребят, поперла на маленькой речушке. Место такое лайтовое. Ну ладно, хорошо, показатель. 4-0 получается. Там сработка, и здесь 3. Не в нашу пользу. Едем комбайны смотреть. Все, ребят, уже начал лед мягчеть. Уже следы остаются и от техники тоже. Так, надо залеплять. Ерши валяются. Вот вороны хитрые, смотрите, ерши не хавают. Надо рыжему отвезти. Поест. Ух ты. Тут немножко косячочек выскочил. Блин, такая грязь херачит. Жесть. Как будто бы весна. На самом деле у нас, не знаю, постоянно она как будто бы. Нормальная. Все нормально. Комбайны чистые, ребята. Ну, вообще,
пожевано было 3, наверное, крючка или 4. Все самое главное нижнее. Грязи очень много. Блин, это надо ходить каждый час их так, потому что даже крючки забивают. Ладно, ребятки, к вечеру все готово. Блин, мне что-то сейчас такие эти думки, блин, нифига себе. Что-то такое было вообще. С чашки прям поломало. Оторвало тело. Нормально, нормально. Если это щука, это хорошая щука, ребят. Шла просто ходом и била. И почему-то нифига, никак. Ладно, поглядим, ребят. Не зря их поставил там. Будет какое-то понимание. Может будет уже концовочку где-то, так скажем, постоим и на той речке. Много мест выше, я знаю. Вот. Ладно, ну тут все молчит пока. Посмотрим, что вечером будет. Еду. Будем готовить ужин. С Лехой побалдеем. Есть у нас бутылочка. Картишки поиграем. Короче, пообщаемся. Ну, а ночью сюда приеду. Потом часиков 9-10. Вот. Начинается дождь, ребят. Затянуло все. Моросит дождь. Короче, поехали. Да, удобно, что Леха здесь. Рядышком. Дай бог налив, ребят, на эти жерлицы поклюет. Хреновый вариант, ребята, здесь. Вот эту пойму все топит, чтобы вы понимали. Видите вот этот мох? Вот эта вода прям стоит до сюда. Вот. Видели в мху? Это вот затопляет настолько весной. И вот пилить надо здесь этот путик. Не знаю, прополз ночью, блин, тяжело будет здесь, конечно. Ну, почему тяжело? С парой это нормально. Леха, ты куда? Вот спасибо Денису Владимировичу. Вот он мне дрова подкинул. Я хоть в этом году не замерзну. Я вот у него устроился на работу и хочу работать на совесть. Хоть и я бухаю, но все равно получается так, что я уважаю людей. Правильно, Лех. Не, нормально, конечно. Да уже не замерз, что, уже зима заканчивается. Спасибо, конечно. Спасибо Денису Владимировичу. Большое спасибо за дрова. Я ничего не говорю. Давай лечись. Сейчас ужинать будем.
непонятно вообще. Опять какая-то тут бездна. Надо забирать. Сход. Ё-моё. Прикусила, ребята, мотала. Я подъехал только, она мотает как дура. И все. И нафиг. Без конца, ребята. Тут какая-то завороженная щука живет. Все. Я вообще в шоке. Держала, просто мотала как дура, ребята, как торпеда. И нафиг. Это что такое происходит вообще? Первый раз с такими щуками встречаюсь я, конечно. Ребятки, приехал даже лиц. Я вообще не понимаю, что тут происходит такое. Подъезжаю, сработка, бас, ну, грубо говоря, на глазах. И она все крутит вот так. И просто рвет. Я не знаю, или тут щуки такие хорошие, или, скорее всего, здесь, выдра или андатра. Ну, не андатра, выдра или... Ну, короче, что-то типа такого. Потому что, блин, так не должно быть. Голову откусала, желицу роняла. Сейчас просто мотает, просто без остановки. Ну, это крупняк, ну, если щука, так это крупняк. А так вообще вот так. Офигеть. Ну, я хоп, почувствовал, как бы вырвал, и все. Я в шоке. Вот такие дела. Интересно. Ну ладно, посмотрим. Поехали на комбайн. Да, ребятки, кому скажешь, никто не поверит. Что такое происходит? Я вообще в шоке. Жесть вообще какая-то. Как и обещали, дождь пошел. И уже от гусеницы уже видно след, ребята. Уже лет ест лед. Значит, получается, что будет уже пиздец. Ну что, ребят, посидел полчасика. Нифига не звенит. Думаю, может выйдет на лимчик. Нифига. Самое время такое. Дождь пошел. Мотобуксировщик сырой весь уже. На крысе посидел. Оставляю вещи, что. Живца вот так. Ночью будет плюс. Так что. Ну, главное, чтобы лисы не пришли, не поорудовали. А то у меня бывало то, что даже жерлицы ребят вытаскивали. Лиса приходит. Он чувствует запах рыбы. Ну, тоже трогаешь же, получается, руками. Она вытаскивала прям. Было и такое. Тишина, тишина. Вот, кстати, зарево деревни моей. Ну, здесь пока непонятно. На той реке что-то какая-то странная тема. Еду к Лехе. Отдыхать, спать. Домой уже не поеду. Я их уже предупредил, что не вернусь. Поехали, ребятки. Такие дела. О, дождь херачит. Все сыро.
Ребята, доброе утро. 8 утра. Выехал на лед. Проснулся рано. В 6, ребята. Вышел на улицу, смотрю, такой дождь херачит. Думаю, блин, подожду. По прогнозу, как будто должно его сбавить немножко было. А, выехал, все равно дождь идет. Ну что, переночевал, ребят, у Лехи. Нормально, вчера вечером посидели. Так, нормально пообщались. Бобрятину жарили, короче. Ну, четко. Леха натопил, блин, еле-еле спал. Тяжело что-то вообще. Комбайны, ребят, и береговые жерлицы. Вчера, конечно, там что-то раздавало на той реке. Я так и не понял. Ну, флаг есть. Флажочек, вроде даже натяжка. Ну да, полная вымотка, ребят. А вдруг налим? Хорошо. Дождь идет, ребят, все, потайки пошли капитальные. Ладно, погнали. Посмотрим, что у нас получилось или не получилось. Что там, живые все, нормально? Пара-па-пара-па-пара-па-пара-па. Да ладно, блин. Не, ну тут щучка, ребят, была. Вон зубы. Блин, а? А где налим-то, ё-моё? Главное, вымотала и все, опять вот. Не, ну ладно, тут. Вчера что там творилось? Охренеть. Если это рыба, ребят, это огромная рыба. А так, я думаю, что это, скорее всего, зверь какой-то. Но у меня такое впервые, если честно. По комбайнам, ребят, не знаю. Ничего не могу сказать, все загнуто. Но тут из-за грязи, конечно, жесткой. Так, чтобы кто-то клевал. Нифига. Я во сколько сюда? Ночью? 9 вечера приезжал. Тишина тоже была. Вон какая грязь забивается. Ну, кайф, что тепло, ребят. Не замерзает ничего. Блин, грязища просто тупо. Тупо грязь. Нормальные шматки, так что-то кто-то жмякал. Вот так вот. Пройду сейчас, посмотрю. Ерши. Ерши выходили ночью. А вот налим странно как-то вообще. Вообще непонятно, блин. Ерши, ерши, ершарики. На воздушном шарике. Все отлично. Все отлично. Вот так, по идее, ребят, выглядит успех. По идее. Но, скорее всего, здесь тяжелая грузила. Леска стояла жесткая и набила травы, наверное. А может, и рыба. Непонятно.
Не, ребят, рыба. Или как показалось. Кто-то бьет. Да что, это ельцы, что ли, так бьют? Повезло, что ты не сошел-то. Давно пора было сойти тебе. Все пустое здесь. Все здесь пустое. Здесь что-то кто-то ходит в этом районе. Все побито. Ну-ка, на котлеты пойдешь. У нас там собирается уже. Скоро будем размораживать и крутить. Ворон уже тут как тут. Уже за этим, за ершом. Ну вот, ребятки, ну что поделать? Где ее искать, эту рыбу? Не знаю. Вчера так классно начиналось. Бац, сорога такая хорошая. Пообедал, тут поклевка, вроде как на лим, я думаю, нормально. Ну а там-то вообще что творилось, я хрен знаю. Сейчас, кстати, поедем посмотрим, может там все перервано, перемолото. Аж просто в этот ломалось чашек, охренеть. Так, ну сейчас там что-нибудь зацепим. Будет понимание, что возможно на этой речке можно поставить жерлицы, подвигаться. Сегодня дождь целый день. Пахнет весной, ребята, уже настоящий. Здравствуйте, я ваша тетя, блин. Утащила. Охренеть, блин. Утащила куда-то. Не знаю, ну, если бы намотала на те, наверное, тоже бы поднялись. Аж сломала чашку, ребят. Что за зверё тут живет, хрен поймешь. Разве так бывает? Нет. В моей практике, ребят, это впервые. Жесть вообще какая-то происходит нафиг. Все остальное нормально вроде. Блин, здесь чисто, классно. Живая, нормально. Чисто, классно здесь все. Вот как-то так, ребят. Какой-то монстр здесь. Не победил я его. Непонятно. Вчера ломала, но не утащила. Видать, ветром чашку сдвинула и все, жерлица ушла. Вчера здесь что крутила, что мотала, тут труба была. Живца просто резала напополам. Ну, скорее всего, ребята, это не щука. Щука бы все-таки глотала, наверное, скорее всего. Не знаю. Первый раз такой у меня. В общем, ребят, такой эпизодик, такая рыбалочка. Оставляю жерлицы. Попробуем здесь поставить по щуке, не знаю. Комбайны мимо. Ну, что-то вот как-то вот все вот так оно. Надоело уже, если честно. Не могу найти, ребят, орбейку. Или ее просто тупо нету. Хрен знает. Ладно бы только у меня, а у всех, ребят. Просто у всех тупо. Вообще скучно. Да. Ладно, ребят, все, давайте.
Поеду домой, буду завершать сегодня. Честно, ребят, попрошу навести активность. Сейчас тяжело, конечно, в интернете, ребят. Ну, я знаю, что есть у меня достойные пацаны, а у вас много. Лайк, ребят, комментарий, как бы. Больше ничего не прошу. Надо суету навести, а то активность упала. Тяжко вот. Ладно, ребят, но мы не сдаемся. Никогда. Все, ребят, давайте. Всем добра. Я домой. Пока.